Семья Червинов в Вулканештах в своем домашнем подворье создала современную мини-винодельню и производит высококачественные вина. Многовековая семейная традиция постепенно переросла в хобби, а на данном этапе наращивает перспективу стать прибыльным бизнесом в сфере сельского туризма. Принимая туристов и гостей в своем подворье, оформленном в гагаузском стиле, за бокалом вина и блюдами национальной кухни, Червины знакомят их с историей, традициями и обычаями своего народа. Это уникальное гагаузское подворье посетила и наша съемочная группа. История семьи Червин и производство вина неразрывно связаны. Первый виноградник предки семейства заложили еще несколько веков назад в южных буджахских степях в междуречье Дуная и Днестра, недалеко от озера Кагул. Основателем истории виноделия Червинов является прапрадед нынешнего поколения семьи Червин Гани. Его имя вошло в название фамильного бренда, под которым в 2006 году было создано крестьянское хозяйство имени винодельня. Сын поддержал, невестка поддержала и начали развиваться. Смотрим, идет дела, поэтому начали выращивать свой собственный виноград и производить качественное вино. Червины владеют 8 гектарами виноградников. Это традиционные европейские сорта – Шардоне, Савиньон, Алигате. Из красных – Каберне, Мерло и Молдова. В этом году заложили чуть более 1 гектара Фитязки Нягры. У нас плантации в основном разносортица, а вот сейчас начали сажать чистые сорта. Вот 1,27 сотков посадили в этом году чистый сорт Фитязка Нягра. Надеемся получить хороший урожай и хорошее вино. Производство высококачественного вина требует больших финансов. Вывести этот процесс на новый уровень Червинам помогли грантовые программы. На одной из них 3 года назад приобрели современное оборудование для переработки винограда. Льготный кредит позволил заложить новые плантации. На днях винодельня получит еще одну поддержку в развитии своего семейного бизнеса. Мы выиграли грант в американской компании USAID, которая нам должна буквально на днях поставить оборудование и баррики, которые мы заказали через эту организацию, что тоже повысит качество вина. Мини-винодельня производит 5 видов вина – Шардоне, Савиньон, Мерло, Розе, Каберне, десертное белое и Кагор. Все они уже завоевали признание за высокое качество. Вина неоднократно признавались лучшими в гагаузских национальных конкурсах – Чотра, республиканских чаша Диониса и Золотая бочка. Ценители виноградного вина из разных стран пополнили свои домашние коллекции продукции этой домашней винодельни. Наше белое вино, которое мы делаем по французской технологии Пино де Шарант, оно уникально. Его можно попробовать только у нас в нашей винодельне и, может быть, еще во Франции, потому что оно очень дорогостоящий продукт, и винзаводы, наверное, не хотят иметь лишнюю головную боль. А мы это можем себе позволить. Свои вина червины производят в небольших количествах, что увеличивает их ценность. Ими хозяева угощают своих гостей. В своем подворье они представляют и туристические услуги. Вскоре здесь откроется музей семейных реликвий Червинов. Гости, которые посещают наше подворье, они могут ознакомиться, не только попробовать вино, но также познакомиться и с культурой виноделия, принять участие в уборке винограда, посадке винограда, так как работы ведутся круглый год, поэтому у нас можно принять участие в любое время года, приехать и принять участие, попробовать самим, как это все делается, это наше вино, а потом попробовать конечный результат. Подворье семьи Червинов включено в туристические маршруты и винный путь Гагаузии наряду с крупными винзаводами автономии. Подворье, в котором находится домашнее виноделие, оно оформлено в таком гагаузском национальном стиле и тем самым пропагандирует наши традиции и обычаи. И для туристов, которые приезжают в Гагаузию, имеет особый интерес. А также данное предприятие мы включаем в туристические маршруты, которые разрабатываются Главным управлением культуры и туризма. И при посещении туристами Гагаузии они также посещают винодельню Каргани. Своим профессиональным подходом к производству вина и радушием подворье семьи Червинов вносит свой посильный вклад и в винодельческую отрасль автономии, и в развитие туризма на юге страны. Оксана Кихаял, Артем Топал, ГРТ Новости.